Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер. Вы смотрите новогодний выпуск телепрограммы «Пропеллер». С вами я, Иван Пронин. Рая Соколова. Лещенко Анастасия. Меня зовут Мария. Эй, это Стася. С вами Василий Раченко. Корченкина Валерия. Жлобцова Таня. Я Алексей Шибаев. Вячеслав Брешев. Марина Мурзаева. Анастасия Гриневецкая. Привет, Настя. С вами Кэп. С Новым годом! В этом выпуске мы будем подводить итоги 2016 года. Я не только поиграю на гитаре, но и чуть поговорю. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Год в «Пропеллере» прошел, как всегда, на одном дыхании. Новая студия. Здесь как в раю. И я вспомнил фильм «Матрица», как будто вот все исчезло, и типа вот с нуля и ничего нет. Тяжелый год. Перекарабкались. Добавить живности. Весной мы объявили новый набор, и к нам пришло очень большое количество новых людей, новых лиц. Пишем. Всем привет! Привет, 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 всем привет. Мы долго думали, какие задания им давать, и первое обычно мы давали опрос. Это как боевое крещение. Но для меня это не было боевым крещением. Мне как-то сразу понравилось. Я такая, вау, как здорово. Было сложно просто подходить к людям, потому что вдруг этот человек спешит, а вдруг я ему мешаю и так далее. Некоторые вообще откровенно посылали. Кухня. Но мне хотя понравилось. Гитары желтой ты обнимаешь нежно. Прошло все очень круто, нам попались классные люди, но я забыла включить рекордер. Это был самый большой косяк всей моей жизни. Мне запомнились съемки мотосезона. Отстаю, я записываю первую подводку и понимаю, что дико холодно, в речь-порту меня продувает. Оператор Майк укутанный вот так вот, в теплой толстовке, сверху в кожанке. И я такая, кожанка расстегнутая, в футболке. Наш старый друг Владимир Сидельников нас как-то пригласил принять участие в небольшом походе выходного дня, и мы выехали за город и бродили там по снегам, подмерзли, и после этого я еще пошел на тренировку и там добил себя. Нормальный ход! Обожаю снимать сюжеты Гикфести. Обожаю вот ходить и импровизировать. Мне это нравится, и мне нравится потом конечный итог. Ты у нас кто? Хищник Что ты делаешь? убьет. Убью, да? Инста-Вайн-фест, где было много электронной музыки и много вайнеров. Там же я познакомился и с другими корреспондентами, с которыми мы очень хорошо, весело провели время. Вообще, вот в работе корреспондента мне понравилось то, что ты можешь реализовывать свои мечты. Мой любимый герой – это, наверное, Дмитрий Швецов. Музыкальные сюжеты, вот, кстати, как ни странно, самые лучшие выходят с Sound of Saha. Каждый год стандартно хорошая съемка, каждый раз что-то новое. Сюжет передает все то, что происходило там. Это как-то настраивает тебя на то, что в следующем году тебе обязательно стоит туда идти. Нам приезжали Animal Jazz и Джен Эйр, с которыми тоже удалось пообщаться. Сюжет очень был хороший, сам фестиваль тоже, соответственно. Мне понравился сюжет про стрит-арт, конечно, с Каданой. Пообщалась с очень позитивным и классным человеком. Просто, не знаю, нереальные впечатления потом были. Очень много сюжетов было посвящено искусству, облагораживанию города, и вот такие творческие сюжеты мне нравятся. Мне понравился сюжет про пластинки виниловые. Я вообще не знала, что у нас в Якутске есть люди, прям такие фанаты винила. Из сюжетов самый четкий, когда Илья ходил в гости к кузнецу, и они там что-то попробовали выковать. Реально самый брутальный выпуск, по-моему, который можно было придумать. У некоторых с первого раза получается еще хуже. Я год открыл с кулинарных сюжетов. Вот почему меня разбомбило. Возьми вот это. Сань, я умею. Мне не мог не запомниться сюжет вместе с Мариной Никоновой. Это обзор игры UFC 2. Beautiful knockout. Опа. Ай! Опа, опа. Настя, полегче.
Что-то ты меня больше ушатала. Много всяких сыпалось на меня комментариев по поводу того, как я держу этот геймпад. Так вот, ребята, мне просто так было реально удобней. В этом году удалось взять очень много интересных интервью. Одно из самых главных для меня это было интервью с полномочным послом Швейцарии Пьером Хельгом. Учитывая то, что это интервью проходило на английском, тоже накладывало свой отпечаток. Спасибо за все. Приезжали люди достаточно именитые. Виталий Фатеев, да, у нас по бодибилдингу был Павел Нигей, руководитель школы айкидо в Питере. Приезжал один из преподавателей школы бодибилдинга. Еще, конечно, меня впечатлил Нордфайт. Мне удалось поговорить с Аковым Степаняном. В этом году мы сняли много интересных интервью с Сергеем Лукьяненко, с Олегом Гиловым. Приезжал к нам коричневый пояс по джиу-джитсу Ларри Кейт. Когда к нам приезжал Макс Корж, мы с ним не записали интервью, мы много с ним общались после концерта. Было очень интересно. Сейчас каждый поддержит эту тусу. Все подняли руки. И все будут прыгать с ноги на ногу. Все, каждый человек. Там царила такая атмосфера, это даже непередаваемо. Я до сих пор не верю, что это я там стояла. Очень много всего он делал, это вообще, да, когда вспоминаешь просто все, что лезет в голову, это просто... Я истерически пыталась протянуть ему свои руки, он сел, взял за руку, посмотрел, и я растаяла. Я сидел в центре трибуны на концерте Макса Коржа и реально кайфовал. Ночь, крыши частных секторов, собаки воют со дворов. Лишь луна и звезды тлеют, тлеют в темноте. Знаешь что? Я сегодня не вернусь домой. Я так давно того хотел. Только не волнуйся за меня. Привет, Саха. Красный свет, перекрестки первый мент. Вырубай фары, битень дворами. Малый пар взрослел. Шумный флэп, в коридоре дикий слэм. Мусор с балкона, плакаты за стен. Малый пар взрослел. Красный свет, перекрестки первый мент. Вырубай фары, битень дворами. Малый пар взрослел. Шумный флэп, в коридоре дикий слэм. Мусор с балкона, плакаты за стен. Малый пар взрослел. Не осветить тему, которая тебе интересна, это просто грех. Когда ты освещаешь тему, которая тебе близка, в которой ты хоть что-то понимаешь, ты, во-первых, справляешься с этим лучше, во-вторых, ты получаешь больше кайфа от этого, и в-третьих, ты, наверное, для себя что-то новое узнаешь, потому что ты общаешься с новыми людьми. Мне безумно было интересно общаться с Дмитрием Колчиным, который где-то там, на небосклоне, просто приехал сюда и пообщался со мной. Такой интересный был проект «Симфорок». Мы 2 раза снимали в этом году. Так как мы все любим хорошую музыку, а филармония — это шикарная академическая музыка, при этом еще с различными твистами, то есть ребята делают рок,
композиции, исполняют из компьютерных игр, из сериалов. И, конечно, очень круто работать с творческими людьми. В этом году я снимала летом. Мы поехали на соревнования по летним ездовым видам спорта. Обожаю людей, у которых есть животные. Мне кажется, они совсем отличаются от людей, у которых животных нет. Я в горку не залезу. Огромное удовольствие доставляет именно создание сюжета, то есть из ничего, из какой-то обычной идеи получается что-то, что можно рассказывать, что можно вообще смотреть где-то по телевизору. Это уже круто. Журналистика — это серьезная вещь, где нельзя все делать на халя-баля. То есть ты должен все обдумывать, каждый свой шаг, что скажешь на камеру, потому что каждое твое слово, оно пойдет потом в эфир, его люди услышат, примут к сведению и так далее. Я была корреспондентом, мы снимали сюжет про Води-арт. Когда ты корреспондент, ты общаешься с людьми, и то есть если ты ляпнешь что-то не то, тебе это вырезать уже не получится. А тут, когда съемки, ты можешь что-то вырезать, добавить, переставить, ну что угодно сделать. Нельзя сравнивать, говорить, кем быть интереснее, ведущим или корреспондентом, что легче, что сложнее. Это совершенно два разных направления, и то, и другое имеет свои особенности. Гармонь. Понравилось, запомнилось. Это в нашем новом формате подборка косяков наших. Мы люди простые, над собой посмеяться умеем. Смотрим. Нет, не пойдет заново. Я знаю. За каждый дубль я так люблю. Ау! Это было хорошо. Забыла. А как вы заметили, и сейчас нас уже... А чё ты стоишь, кривляешься? Меня пародируешь. Тихо! На самом деле, несмотря на то, что я уехала, я продолжаю смотреть все выпуски, все сюжеты, за всем слежу. Ребята молодцы, те, кто выдержал вот эту стажировку, скажем так. Девчонки ведущие тоже молодцы, у вас все получится. Я вообще на первых своих выпусках просто молчала. Меня спрашивали постоянно: Настя, тебе что там не дают говорить? Настя, почему? А я просто очень сильно стеснялась. Майк, дай пшикалку. У меня уже нервный тик. Обычно мы сидим где-то около 1,5 часов, там плюс-минус. И все, что не входит в сюжет, это мы говорим какие-то странные штуки. Давайте. Готовы? Да, не смейся только. Не могу. Давай. Ну не смейся, ну что началось? Извините, пожалуйста. Я смешно, что ли? Мне было очень неловко среди всех этих людей. С Ваней Прониным пообщалась. Достаточно позитивный человек, веселый, разряжает обстановку. А знаешь, что я хотел спросить? Вот этот пёкер у тебя, это еще со школы остался? Миша Кириллин, ты тоже персонаж. Ну что ж, на такой замечательной ночи. Замечательной ночи. Леша скромный парень, но иногда он выдает цитаты. Женская куйка — это... Ну, кто-то должен был сказать, ребята. Кто-то должен был сказать куйка. Перед записью ведущих мы проговариваем скороговорки. От топота копыт пыль по полю летит, от корабли лавировали, они вылавировали. От топота копыт пыль по полю летит, от... Не забыла опять! Ехал грека через реку, видел река грекера. Ой. Намели мы лениво, налима ловили, и меняли налима вы мне на линя, а любви не меняли вы мило молили, в туманы лимана манили меня. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла клонет. Шла Саша по шоссе и сосала Не. Хорошая смена подросла. Подготовка, допустим, 2 года назад и сейчас отличается сильно, потому что 2 года назад с минусовками еще не было идеи работать. Но вообще у меня 2 работы. Я работаю, как и все нормальные люди, с 9 до 6, и потом еще по выходным мы с ребятами, у нас есть кавер-группа. Надеюсь, в этом выпуске не вырежут эти слова. Группа Проект X. Свадьбы, корпоративы, 924. По-моему, мы спешим.
Первый раз, когда заходишь в студию, немножко теряешься. Здесь такая атмосфера, что здесь учат. Ты можешь попробовать себя, вообще понять, надо тебе это или не надо. На планерках выпуски обсуждаем. Ты учишься, ты развиваешься, ты меняешься. И это очень круто. Когда я сюда пришел, я понял, что телевидение — это больше практика, чем теория. И если ты собираешься связать свою жизнь в будущем с телевидением, то лучше сразу же вливаться как можно раньше туда, чтобы оценить вообще объем всего, что тебе придется принять для себя. Как стать перед камерой, как взять опрос, тренировка дикции. До сих пор вспоминаю кемовские мимозы. Мимозы, мимозы. Мимозы, чтобы вот все мышцы лица максимально размялись. Когда ты готовишься к самим съемкам, ты читаешь, ты узнаешь. Ты поняла то, что надо развивать свой словарный запас, нужно самосовершенствоваться. Очень классно, что здесь молодой коллектив, то есть все как-то вот на своей волне, все тебя понимают, поддерживают в чем-то. Стереотипы были, что все телевизионщики зажравшиеся, строят из себя звезд, там мало идут на контакт. Тем не менее, когда пришел сюда, все стереотипы разрушили. Ду-ду-ду-ду. Атмосфера в нашей студии всегда оставалась, остается и будет оставаться максимально неформальной. Мы всегда стараемся быть честными со своими зрителями. Максимальная искренность в этом, как в панк-роке практически. Ребят, в 2017 году вы должны решить для себя, что вы идете вперед, ничего не бойтесь. Чтобы было больше солнца. Желаю вам 1 января доесть все свои оливьешки, курочки, картошки. Нет, кстати, курочку нельзя в этом году, поэтому рыбку. Всем желаю в этом году самых нарядных елок, красивых украшений, неперегорающих гирлянд. Пусть все ваши желания и мечты сбываются. Одна захлопнется дверь, откроется вторая, третья, четвертая. Главное, не падать духом. Пусть у вас все будет круто, няшно. Не становиться черствыми сухарями. Быть более чутким к людям в новом году, ну и вообще по жизни. Не быть серой массой и оставаться такими, какие вы есть на самом деле. С праздником, дорогие друзья! Дорогие сограждане, Где водятся волшебники, желаю вам всяческих успехов, процветания, любви, в фантазиях твоих, самого-самого хорошего, что может быть. с кем водятся волшебники, А самое главное, отметьте этот Новый год с кем водятся волшебники, хорошими фотографиями в Инстаграме. а с тем... Вы смотрели телепередачу «Пропеллер». Увидимся с вами в новом 2017 году. С Новым годом! Спасибо большое, я вас очень люблю. Всем пока-пока. Дорогие друзья, я поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы следующий 2017 год был ярким, веселым, шумным, как петух. Еще раз поздравляю всех с Новым годом. Это Анастасия Гриневецкая, специальное новогоднее включение из Москвы. Всем пока! Подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграме, в Ютубе и ВКонтакте. Оставляйте свои лайки, пожелания, комментарии. Мы все это читаем, прислушиваемся и используем в наших сюжетах. Всего вам наилучшего в новом 2017 году. Всем пока! С вами была программа «Пропеллер». Всем пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельные и имущественные отношения, документационное обеспечение и управление, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. Якит. Будущее в твоих руках. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего маслом машины. Руки стилиста водой душистой. У визажиста румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.